Видео, да? Журналисты, да? Пошли. Юля, смотри, вон несут. Называется Мегодра, если я не ошибаюсь. Да? Как называется? Да, именно вот с деревьев, получается, собирают. Сейчас мы идем собирать Мандарины. мандарины. Мы сейчас находимся в вашем мандариновом саду. Сад. Сколько есть деревьев? Здесь 100 штук деревьев. За один день собирают 15 человек. Вот то на 3-4 ходят вот так здесь. Еще есть большой сад. Там 250 штук мандаринов. А там 15 тонн собираю. А сколько, вот вы сказали, 100 деревьев, примерно сколько килограммов урожая? 4 тонны. 3,5 вот так выходит. Это вот с этого сада. Да. А с верхнего? С 15 тонн, как 12 вот так. А когда начинается сезон сбора урожая мандаринов? Середина ноября и в конце декабря заканчивается. До Нового года. Один раз в год собираете мандарины? Конечно, один раз собираем. А кроме мандаринов, что вы еще выращиваете? Апельсины, лимоны. Все цитрусовые. Да. И все цитрусовые, все одновременно Переход собираются? есть такой. И Киви. Киви тоже есть? Да. А киви когда собираете? Это октябрь. Киви собираем октябрь. А фейхоа? Переход вот так, середина ноября. Еще виноград есть. Ну, виноград уже осенью, да. Да. А зимой что-нибудь будете собирать? Снег. Малыши тоже собирают. Вот это вот, на чем вы сидите, как называется? Корзина. Можно я переведу? Да, Как это называется? корзина вот эта вот. Называется гадори. А сколько раз за день относят гадори наверх с мандаринами? Сколько рейсов вы делаете? Ты по-русски спрашиваешь? Он же переводчик. 50-60 раз? Около 50 раз. Вот смотри, как они обрезают. Надо обязательно, чтобы оставался вот такой хвостик, потому что если их просто срывать, они быстро испортятся. Угу. Сколько деревьев за один день вы можете обработать? Собирать? Да. Зависит от дерева. Если низкое дерево, 50, 40. А если высокие деревья, то меньше. И вы с утра до вечера, да, получается? С Ну, 10 до полшестого. а какие здесь сорта мандаринов? Есть скороспелка, и вот скороспелка собирается в начале ноября. Даже октября в начале. Ага. А это позднее. Сейчас собирают. Но собирают только в хорошую погоду, в дождь, если Нет, заморозки в дождь не собирают. нет. В дождь оно потом портится. То есть нужно до дождей успеть собрать. Да, До снега желательно. до снега. Ну, снег тут был последний раз, когда 2 года назад. Вот это супер, а это НС. Это от размера, да, получается? это идет на сок. Такие продаются же, вот я их видела, когда еще в октябре их, по-моему, продавали. Продаются, ну, То есть их нельзя есть, да, я их ела. можно есть, но в Россию их не берут Ага. никуда. Да здесь если. А это вот А особо. вы так вместе покажите, чтобы размеры понять. Это вот с одного дерева. Да, с одного дерева. Как правило, вот эти инесы сдают, собирают большими партиями и увозят на завод в Кабулете, где Да, их да. перерабатывают в концентрат для сока. Да, А большие уже идут на экспорт. да. На А экспорт куда идут. экспортируют, в какие страны? Не знаете? Разные. В Украину, в Россию, в Ереван везут, в Тбилиси. Казахстан всякий, Кыргызстан. Казахстан нет. Навряд ли. Нет. Это с Турции уже идет. Вот так вот? Да. Нет, ой, ножницы не так держи. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Да. Правильно срезала? Да, ты Это молодец. высокие. Обрежь вот это вот теперь вот так. Вот. А теперь режь опять.
Как руки, я так быстро. Не бойся. Снова, да? Да, Еще один. Вот это супер, да, размер? да, это супер. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Идем дальше. Хочешь теперь мегодры попробовать? Я боюсь, я не подниму просто. Он еще так быстро-быстро идет. Там грязь, я упаду. Все, поднимаем мандарины наверх. Вот сад, в котором мы были, сейчас пойдем в другой. Это потом надо перебирать все вот так. Какие там плохие, да, какие-то убираете? Помер? Тимур, скажите, пожалуйста, какие условия хранения мандаринов? Вот вы их принимаете и далее. Как их нужно хранить? Мандарин собирают, вот, сборочный пункт, принимаем там по розничные цены, смотря какая она сортовка, какой цвет имеет, это самое. Значит, принимаем все вот это самое, вот, оцениваем потом мандарин и по возможности продаем. Как только клиент придет, договариваемся и вот продаем мандарин. То здесь может любой человек, мимо проезжающий, зайти и купить мандарины? Да, вполне возможно. Обычно мандарин чем холоднее, тем лучше, вот. Оно дольше держится. Понимаете, вот, если вот холод не будет немного, там -1, вот, больше не надо температура, плюс -1, равномерно, чтобы было, вот, когда при равномерной температуре, оно очень долго держится. Очень долго держится. Оно очень, знаете, как боится града и мороза. А так оно принципиально очень выдерживает мандарин. Аджари – это страна цитрусов. Понимаете, вот, это спокон веков, она идет сюда, вот, посажена, вот, разные сорты мандарин, еще раз повторяю, и апельсины, вашингтоны, и лимоны, они очень хорошие сорты у нас находятся. Самые бы сказал, вкусные и что- сладкие. Это исторически у нас оно вот растет. Раньше в таких деревянных ящиках сохраняли, значит, мандарин. Оно где-то, вместимость этого ящика, значит, в этом ящике было до 30 килограмм. Ну, со временем по технологии, значит, взяли сейчас пластмассовые ящики, которые проветриваются со всех 4 концов, и мандарин, значит, сохраняется дольше, чем в этом ящике. Но Понимаете? вместимость меньше, да, здесь? Вместим, конечно, тут если до 30 килограмм, то 15 килограмм, 14-15 килограмм вместимость в этой ящике. Мандарины в Аджаре имеют особенный очень вкус. На данный момент, то есть в ноябре и в декабре цена Да. минимальная на них, но со временем, спустя 1, 2 и 3 месяца цена... Минимальная розничная продажа, ты имеешь в виду? Да. А также оптовая, оптом принимает по одной цене, но потом, если хозяин урожая решит их сдать, то есть он заработает намного больше денег, Конечно. сохранив эти мандарины. Примерно через сколько? Ну, через месяц, через 1,5, через 2 цены уже значительно поднимаются, потому что большую часть мандаринов скупают в ноябре и декабре. В советское время владельцы мандариновых садов запросто могли после сбора урожая приобрести себе новенький автомобиль. Можно либо и дом купить. Могли дом купить Дом или купить. просто прожить ближайший год без каких-либо финансовых проблем. Но это связано с тем, что были большие плантации мандариновые. Да, этим занимались, Легче, плантации были большие и был Говорите, спрос большой. говорите, гигантных. Дешево было содерживаться в сад. Дешево было. Мы приехали в Кабулете на завод, где принимают мандарины. Смотрите. Сейчас попробуем пройти внутрь, если получится. Тут все привозят и сдают на продажу. Машина полностью забитая мандаринами.
Резо, сколько тонн в день перерабатывает фабрика? Завод перерабатывает 300 тонн в день нестандартного плода. Мы получаем из него где-то 20 тонн концентрата ежедневно. Мы обслуживаем полностью Аджарскую автономную республику и полностью Гурийскую губернию. Это практически 100% того урожая, который на данный момент в Грузии можно собрать. Это итальянский льнян, он может сначала моет цитрус, потом его сушит, а очень близко подойдет. Первая мойка здесь, потом это тоже душ, вторая мойка. Концентрат продаем все 100% на экспорт. Основная часть, основные наши клиенты это японцы, израильтяне, европейцы. Вы работаете круглогодично? Или только в сезон, когда мандарины Нет, собирают? по направлению цитруса когда сезон. Но работаем еще и в других направлениях, например, по яблокам. Яблоки? Да, например, в прошлом году переработали яблоко, получили из него концентрированный сок, пюре и повидло. А кроме цитрусовых и яблок, что еще-нибудь есть? Киви? Нет, там пока, что-нибудь, нет, пока у нас для промышленной переработки в Грузии в основном это яблоко и цитрус. Ну, я ничего не говорю про виноград, конечно. Конечно. Спасибо.